далеко ходить не надо. Я уже вижу кустик. Вон он. Вон. Это, да, аромат такой. Аромат, ребята, черной смородины, конечно, он вкусный. Ну, на любителя сразу скажу. На любителя. Да. Очень вкусный чай получится. И знаете еще что я вам сейчас покажу, где-то вон там. В одном месте еще были эти мята. Здесь я каждый уголок, каждый пенек раньше знал, когда косил там, когда у косы там зубья ломалось. Все там запоминаешь. Вайшнеп поднялся. Вот тут где-то вот были еще, ну здесь песком все, большая вода, песок сюда, очень много принесло большой водой песок. Ну короче, так, да, жалко, конечно, что-то я не вижу. Нет, это похоже вот, ой блин, вода сколько. Это не то. Они как-то прям, когда подходишь, он мятой так воняет, там очень вкусно. А сейчас я не вижу. Что-то кусты мяты. Ну-ка, уйди. Что? Вот тут они были, в этом пятачке. Конечно, если найти там, тоже заварить, он аромат мяты лесной, он очень вкусный. Когда мы сено косили тут, заготавливали сено, всегда мы мяту тоже заваривали. И был у нас учитель ОБЖ, там урок давал. Я не Цвиликовский или как там, Цвиликовский. Урюком мы его назвали, Урюк. Это не то. Что-то похоже на мяту, но не мята вроде это. Нет. И он про мяту тоже так сказал. Слишком много не надо употреблять мяты. Это влияет на мужской организм, на импотенцию. Можно так сказать, что можете стать импотентом, когда много мяты будете пить. Но за что купил, за то и продаю. Мне вот так он на уроке там, когда что-то разговаривали, на весь класс он это сказал. Плюсы и минусы тоже у каждого растения есть. Так что некоторые я тоже 1000 раз уже спорил с некоторыми, что вон этот черемуха. Очень много, между прочим, тут. Насчет чаги я спорил не раз с многими, что вот очень полезна чага, туда-сюда, надо пить от всех болезней. Ребята, от чаги любому человеку как подойдет чага. У моей бабушки там давление было от этой чаги. Так что пробуйте, но как понравится, как там подойдет или нет там. Вот сейчас я набрал вот такой, как сказать, вот офигенно вкусный, но тоже на любителя. Ты сразу можешь полюбить черную смородину, чай с черной смородиной, или же тебе не может быть, ну не может понравиться. Хорошо, блин, так здорово сейчас. Ветер. Да. Ну, евроремонт, конечно, не буду делать там за людьми, которые вот очень крутые дома, избушки ставят, строят там ремонт. Крыши, конечно, здесь надо поменять по мере возможности буду все делать. Вот это в детстве мы тоже ели. Ну, в принципе, все надо, летом все надо употреблять. Ничего такого плохого нету, что вот какой-нибудь зелень ты взял, съел.
Ничего тут ядовитого нету. Очень даже вкусно. Чуть-чуть сладковатый. Ну, все это дело сюда закинем. Вот так. Немножко вскипятить. И будет ароматный чай. Что на первой избе, что на второй избе, вон такие проволоки. Спрашивали, почему такие проволоки у меня на чайнике. Ну вот, ребят, в походных условиях заклепка вылетает, и на скорую руку временно ставишь такую проволоку. Можешь гвоздь, проволоку. Ну, в жизни как, что временно, это уже пожизненно. Пока меня лично все устраивает. Так, ну что, смотрите, какой огонь хороший. Будем ждать, когда закипит чай. Я сейчас заправлюсь и дальше буду косить немножко. Триммер заправляем. Это двухтактный, самый простой триммер. Чемпион Т264. Т264. Скажу вам, не один год уже тут этим косил. Много уже косили. Сперва сосед прикупил такой. Первоначально, что за фигня? Обычно мы горбушой там во дворе там косим. А тут появились эти шайтан-триммера, косы. И эти. Что за пила там, говорю, у соседей работает? Пошел, а там соседи вот прикупили такую фигню. Короче, посмотрел, присмотрелся. И точь-в-точь, как у них, я также купил. И нисколечко не жалею. Много раз видели, станция там, шины на пиле, там, все у меня чемпионовские. Вот этот тоже чемпион. Китайский. Самая крутая фирма чемпион, ребят. Там может быть штиль, сделана в Китае, это уже тухта. А чемпион это сам Китай делает. Так что не бойтесь фирмы чемпион и покупайте все. Да? Ну конечно. Что у тебя тут? Ну-ка, Анле. Посмотреть. Без нуля, блин, худи. Ладно, дальше работаем, пока чай закипает. Тулан где-то там вдалеке лает. Далеко ушел. Ниже на поворот. Вроде возле реки там. Бродяга, блин. Ну, чай уже закипел. Сейчас я еще кашу нагрею. Такой плиту сделаю. Что-то гуляет у меня. Что-то все гуляет. Сейчас еще подправить надо. Плита ходуном ходит. Вот так. Сразу не подправил ничего. Так, надо кусок туда. Надо кусок какой-нибудь. Маловато. Вот это самый раз будет. Все. Пока так. Потом нормально вот уже сделать как-то. Ну все, греется. Сейчас я в сковороду кашу закину. Чай уже закипел.
появляются. Для супа еще я там для супа приволок всякое разное там ингредиенты, там картошка, консервы. Фу. Такс, надо открывашка. Он уже подошел сюда. Что он тут лает, интересно? Ну да, недалеко. Кого он там лает? Очки не взял. Ну и что, замолчал? Утки или что там, кто? Вдоль реки что-то он лает. Вон там изба у соседей. Где ты там? Уже туда уже ушли. Че он там лает? На другой берег что-то лает, смотрит. Майне, вон вот. Никого же нету, никого там лаешь. Или выдры ходят. Мон вот, мон. Давай, переплывай. Давай, будь смелее. Что он туда смотрит? Наверное, выдры. Или норки. Плавают, вот. Запах слышит. Здесь, короче, смотрите, какой пляж. Фидерной ловлей. Здесь можно офигенно порыбачить.
И между прочим, вот здесь, в этом участке, хорошо ловится плотва. Но плотва почему-то, она с запахом илы. Ил такой вот, вкус такой ил, запах ила идет. Почему так? Чуть выше уже рыбу поймаешь, уже там вкусная рыба. А здесь вот почему-то он такая вот. Ну и глубина тут, я вам скажу, очень хорошая. Тут с фидером можно порыбачить. Так, фу, блин, комарья-то сколько. Просто пришли в холостую, думал, кого-то серьезно лает, а что-то смотрит на другой берег. Вон. Зашел, не решается переплыть на. Ладно, пойду я готовить. Надо завтракать. Надо завтракать. Берег крутой тут. Тоже все зарастает. Тут луга хорошие были. Лучше не смотреть. Лучше не смотреть на луга эти. Только сердце кровью обливается, блин. Ай, жалко все. Ну, жалко также от себя зависит. Скотину не держим. Перестали держать. Вот и все зарастает. Также много раз мне писали, почему я живу в селе, не держу скотину. Потому что все дорого становится. Золотая получается, золотое молоко. Каждый месяц надо покупать отруби. Отруб мешок 500 рублей, наверное, минимум стоит. Также сено заготовишь, надо перевести все это сено. Дороги практически уже нету. Там еще пару лет и мост этот сгниет. 100 раз выгоднее покупать мясо, молоко. Не надо заморачиваться. Каждый день не надо ухаживать за скотиной. Это скотина любая, там хоть ты только кур держишь, надо их каждый день кормить 2-3 раза. Ты с ночевкой уже или на неделю уже никуда не пойдешь, не поедешь, если некому оставлять. Я прошел через это и пока не жалею, что я все забросил. Одно жалко, что вот все это зарастает, все это хозяйство, которое мы держали и с дедом вот тут. Он держал, я продолжал все это дело. Но сейчас все уже. Там другой берег. Такой же вот, как и у нас луг был. Вообще голый луг. Тайга. Да, Тулан, тайга, скажи. Ну, кого лаял там? Ну, кого лаял? Куда снова? Да. Поняли, что он сказал? Переводить не буду. Да. Он активно говорит что-то, я переводить пока ничего не буду. Так, болтаем. А нам надо завтракать. Ну, вот. Жестянку поставил тут, чтобы, так сказать, новая сковорода, чтобы сажей меньше загрязнялась. Пол чайника уже выкипело. Угу. Ну все, ждем. Хорошие угли тут. О. Вот такой завтрак. Каша будет. И у меня еще в рюкзаке покупной рыбник. С сельпо мы взяли. Жена прикупила. Ну, вполне достаточно будет.
На скорую руку самое то. Там уж дальше обед будем готовить суп. Ну вот. Хорошечно. Так. Каша, ребята, готова. Тут еще у меня вот такой рыбник. Тут это скумбрия, это селедки. Сель-то есть. Это пекут в нашей пекарне. И чай буду пить вот таким джемом. Махео. Новый джем какой-то. Ой, инжир. Такого вроде в магазинах еще нету, а у меня уже есть. Попробуем вообще как на вкус. Какой-то интересный цвет. Ой, сладкий. Но что мне нравится, вот, не знаю, как Махеев делает там, из чего, но любой джем вот купи, любой джем, варенье там, джем клубничный обычно берем, вишневые там, и куски этого фрукта там, ягоды то есть, не фрукта, а ягоды. Да, и в принципе фрукты тоже там, сливы там, из чего там еще, малина там, ягода. Всегда ты под языком, под зубами чувствуешь. Видно, что из натурального что-то делают или что-то. Ну и каша, как всегда. Комарье залетает очень много. Не успеваешь выкидывать оттуда. Обалденно. Фу. Ой. Вот это да. Сегодня что-то ветер стихает и сразу же комарье налетает. Но пока не мазался, ничего. Сейчас я хлеб дам Тулану. Пусть пока хлеб пожует, а там что-нибудь сообразим. Для него посуду новую прикупил. Ну да. У меня там в кузове пока он лежит. Фу. Вот когда на второй избе я находился, комаров еще не было. И не раз я говорил, нам повезло, комаров нету. И если сравнить, сейчас туда поехать, там на 80% больше еще этого комарья. Потому что там густая тайга, мало ветра попадает, и их очень много. Очень тяжело находиться в тайге сейчас. Так что это терпимо. Это терпимо. Конечно, если ветер стихнет, там больше их станет, но в сезон ихний ничего не поделаешь. Короче, я завтракаю. Сейчас еще налью чаек. Какого цвета он, сейчас я покажу. Выйди туда. Так. Вон. Как зеленый чай. Как зеленый чай сейчас. Цвет такой.
Аромат пока не чувствую. Надо... Но красноватого цвета уже. Ну, два вида зелени тут. У меня шиповник и смородина. Так что вкусный чай. Ягодный. Ну-ка попробуем. Уже ровно год прошел, вот как я не пил такой чай с листьев смородины. Да, вкусный чай. Поверьте мне, вкусный чай получилось. И вкус шиповника не чувствую, но вот вкус этого смородины, он очень хорошо чувствуется. Обалдеть. Так, давайте еще вот покажу рыбник, из чего он. Вот рыбник, хлеб, и там внутри рыба. Это, скажем, если для перекуса тоже неплохо. Но рыбу пожалели на этот раз. Очень мало. Вон, смотрите. Вот такой кусок. За это тоже большой минус. Рыбу пожалели. Вот. Ну, обычная скумбрия, она или какая-то рыба. Вот. Ну, это с чаем также попью. Пока болтаю, у меня все остывает. Так что, ребята, я позавтракаю нормально и будем выгружать доски. Сперва, наверное, надо еще закинуть, как сказать, прикормку, чтобы рыбачить, чтобы рыба чуть-чуть собралась. А сейчас я завтракаю и пью чай вот с таким джемом. Думаю, очень вкусно. На хлеб помажу, пробую. Такой инжир, что за ягода или фрукт? Что-то много семян там, как чеснок похожий. Не знаю, что за и фрукт или ягода это. Не знаю, с чем сравнивать. Похоже на яблочное повидло. Что-то в этом роде. По мне так этот малиновое вкуснее. Если честно, что я сейчас пробую, ребят, мне не понравилось. Много семян, слишком сладкое, похоже на обычное
повидло яблочное. У Махеева так эти. И думаю, уже другой раз я такое не буду брать. Мне не понравилось. Это на любителя. Не то. Слишком сладкое. Для меня даже сладкое слишком. Хотя я сладкоежка. Фух, наелся, даже и рыбник не буду сейчас. Половину я собаке отдал, а остальное пока не буду есть. Не хочется. Наелся нормально. А чай вкусный. Сейчас я в чайник еще долью воды и по-новому этой же, как сказать, ну, с этими листьями буду дополнительно варить. А вкус не потеряется, даже чуть-чуть потемнеет заварка, станет темнее, и вкус тот же самый будет. Хоть целый день ты добавляй, ничего не поменяется. Хорошо, отдыхаем.